Мое имя Иламан Бекназаров. Я журналист и пиар-менеджер команды «Гала Спортс». Иламан, добрый день. Здравствуйте. Мы о вас много слышали, но почти ничего не знаем. Объясните нам, пожалуйста, что такое Гала Спортс Менеджмент. Во-первых, хочу начать с того, что все это было создано благодаря тому, что у нас в стране с большой скоростью, с большим прогрессом развивается спорт и создаются для этого все условия, чего стоит только наследие азиатских игр, Олимпийский городок. Да? Сейчас нет ничего невозможного с такими условиями. И за это хотелось бы выразить благодарность нашему национальному лидеру, уважаемому президенту Туркменистана. Отталкиваясь от всего этого, и зародилась идея Галы спортс-менеджмента. Ведь наши спортсмены выигрывают, побеждают где только можно, да, на любительской арене. На данный момент Гала спортс-менеджмент – это первое в своем роде агентство по продвижению спортсменов в боевых видах спорта из любителей в профессионалы. Мы сотрудничаем сейчас с ведущими промоушенами Российской Федерации, такими как Fight Nights Global, Proud Old School Boxing, Hardcore Fighting Championship, RCC, ФКР Pro. Вот. Есть также выходы на азиатские и западные промоушены. Целью нашей является развитие спорта в стране. Вот в те времена, даже когда еще я только познавал эту кухню единоборств, у меня возникал вопрос: Туркменистан настолько богат талантами, да, во всех сферах, особенно в спорте. Но почему наши бойцы, они есть, да, у нас есть ребята, которые выступают по профессионалам, но пока их мало. И я решил, что рано или поздно это пришло бы в Туркменистан. Поэтому мне посчастливилось стать первым человеком, первопроходцем, который активно занимается развитием вот именно этого дела. И мы решили, да, создать этот проект, чтобы больше наших туркменских бойцов выступало на аренах международных, профессиональных, именитых, и чтобы все чаще поднимался туркменский флаг именно там. Иламан, а как вы пришли к этой индустрии? С чего все началось? Все началось с тех времен, когда я еще работал журналистом, это было 2 года назад. Работая журналистом, я как раз-таки писал именно спортивный блог, да, это был мой раздел. И я, как никто другой, был знаком со всем спортивным сообществом Туркменистана. Знал лично спортсменов. И уже тогда, немного окунувшись в эту всю кухню, у меня невольно такие вопросы в голове возникали. Такие у нас мощные спортсмены, побеждают на международных аренах, на чемпионатах, да? Почему почему мало наших ребят дерутся за границей, в профессиональных лигах, в промоушенах? И вот вся эта идея меня начала подталкивать тогда же, и сейчас, и тогда. Гремело имя Давлетджана Экшимурадова, да, нашей суперзвезды, которая является одним из первых людей, первопроходцев, а именно профессиональным ММА. Вот. В то же время, 1,5 года назад, работая журналистом, я познакомился с человеком, мне посчастливилось познакомиться с ним. Этот человек также причастен к организации, является частью организации Fight Nights Global. Мы с ним пообщались, я рассказал ему о своих мыслях, о своих идеях. Он сказал: да, почему нет, да? Потому что он со мной согласился, что, например, даже в лиге Fight Nights Global не было на тот момент ни одного представителя Туркменистана. Мы пообщались, он сказал: ну, начинай работать, покажи мне ребят, там, предложи мне того, кто мог бы выступать. И я начал создавать стратегию, как бы это все выглядело. И, наверное, полгода назад, летом 2023 года, уже начали зарождаться первые такие этапы проекта Гала Спортс Менеджмент. И в сентябре у нас первый наш боец выступил, успешно выступил. Если сказать вкратце, то тогда же мы обращались к многим, почти ко всем СМИ мы обратились. Не все откликнулись, да, на нашу просьбу. Мы искали медиа-партнера мощного, да, потому что без поддержки было бы это сложно все сделать, конечно, донести до людей. Тогда нам помогли, нас поняли, нашу идею приняли Туркмен-портал, да, информационное агентство,
Также нам тогда помогли ребята из строительной компании «Гунешли Заман». Им особую благодарность хочу выделить за поддержку. Они очень большой вклад внесли в спорт. Особенно ребята из «Гунешли Заман», они вообще фанаты спорта, любители всего этого. Благодаря Туркмен-порталу, «Гунешли Заману» и в будущем, благодаря вам, вы подключились. Наши вторые турниры вы начали освещать, за что мы вам очень благодарны. Спасибо большое вам за это. Благодаря вот вам всем все это получилось. Без вас этого не случилось бы. Вот. Без вас люди бы не узнали, что у нас есть такие талантливые ребята, которые выигрывают. И вот так вот мы пришли к этой индустрии. Все началось просто с идеи, началось с рядовой должности журналиста, а сейчас расцветает вот так вот. Допустим, человек занимается смешанными единоборствами, да, и хочет выступать на мировой арене, например, Fight Night или Правда Боксинг. Что для этого нужно сделать, как вам обратиться? Во-первых, у нас имеется страница в социальных сетях Instagram Gala Sports Management, есть моя страница. Ну, найти несложно меня, Ашхабад город маленький все равно, да. Так или иначе, у нас есть спортсмены, которые выступают у нас. Где-то кто-то кого-то видел, через можно выйти на нас. Если у спортсмена есть желание выступать по профессионалам, он чувствует, что готов, он должен выслать нам список своих спортивных регалий, достижений, а также прикрепить видеоматериал поединков, которые у него были уже по любителям. Наша команда начинает изучать все это, смотреть, и после уже делать вывод, готов ли он к профессиональному спорту или нет. Также не только берутся в расчет его спортивные достижения и то, как он чувствует себя там на ринге или в октагоне. Также обязательно очень важно, мы смотрим на его имидж. В мелочах все заключается. Это такой спорт, такое дело, как он одевает, как он себя ведет, да. То есть даже если спортсмен крайне талантлив, но ему чего-то не достает, мы начинаем работать над этим, над его имиджем, над его медийной составляющей. Вот. В принципе, сейчас можно говорить много, это большая такая масштабная работа. В основном мы смотрим на его уровень, да, и на его желание. Если у него есть желание, то все зависит от него, а мы только поможем. А какие условия создаются для бойцов? Мы подписываем бойца, подписываем официальный контракт, и мы начинаем подбирать соперника, именно смотрим на достижения по его уровню. Да? То есть мы ведем бойца, да, мы не просто его вот так вот пускаем в октагон, абы с кем, да, с кем попало. Мы подбираем ему комфортного соперника по его уровню, по рекорду, да, по достижениям. Ведь бойца нужно вести, это очень важно. Вот, мы работаем, опять же, над его, повторюсь, медийной составляющей, над его имиджем. Да? Мы преподносим его так, чтобы это был продукт, который захотелось бы купить людям, приобрести. Да? Боец своего рода продукт. Да? Если боец не интересен аудитории, то нет смысла его развивать. Боец должен быть ярким, интересным, у него должна быть харизма. Он должен нести энергию, да, в массы, чтобы люди смотрели на него и говорили, вот это настоящий герой, да, это боец. Вот. Сейчас, на данный момент, все, что в наших силах, все условия создаются комфортно для бойца. Мы ведем переговоры с ним, мы учитываем его пожелания, да, какие-то. Мы стараемся найти для него комфортный зал, договариваемся здесь. Все это большая работа, и где-то помогаем ему, где-то прописываем питание, да, заказываем диетолога, да, вот все это происходит вот так вот, где нужно, как нужно. Также это касается и финансового плана, да. Вот. Но благо у нас в стране есть люди, которые готовы помогать и помогают спортсменам, да. За это им большое спасибо. В принципе, все условия, которые сейчас мы можем предоставить, мы предоставляем, но это только начало, потому что по мере развития проекта Gala Sports Management будут также развиваться и условия. Да? В будущем, я думаю, появится возможность организовывать сборы в лучших залах мира, да, самых именитых. Это все впереди. Поэтому мы только за, мы все то, что от нас требуется, стараемся делать. Иламан, а расскажите коротко о бойцах, которые подписали с вами контракт. Коротко о бойцах. Сейчас в реестре Gala Sports Management 4 бойца. У нас 3 направления. Хочу выделить это ММА, бокс и кикбоксинг. По боксу у нас Юнус Курбанов, наш первый боец. В прошлом году он провел 2 успешных поединка в рамках лиги Правда Олд Скул Боксинг в сентябре и вот под занавес года в декабре.
победил, у него сейчас рекорд 2-0. Да? Также в ноябре месяце по ММА дебютировал Эзис Пинджиев, молодой, талантливый боец. Да, вот он также победил. Это было захватывающе, да, в рамках организации Fight Nights Global. Ислам Рахметов, также бой состоялся в ноябре прошлого года в городе Сочи на турнире ФКР Про. Ислам тоже очень ярко провел поединок, не останавливаясь, как подметила даже Федерация кикбоксинга России. Он прям до конца шел, показал все свои морально-волевые качества, свой характер. Его похвалили все, он понравился всем, яркий бой показал. Юный спортсмен, талантливый, да, ему только 20 лет. Вот. И четвертый боец, которого мы подписали вот буквально недавно, вы знаете, это очень именитый, очень заслуженный такой спортсмен в Туркменистане, Абдулла Бабаев. Да? У него очень много достижений, он трехкратный обладатель Кубка мира, трехкратный призер чемпионатов мира, он чемпион Азии, чемпион мира по панкратиону. Вот, в ближайшее время анонсируется его бой, в какой он лиге будет драться. Следите за новостями. Ну, вы первый об этом узнаете, естественно, да. Мы совместно это все опубликуем, донесем до аудитории туркменской. Вот, Абдулла Бабаев, ждем его дебют. И вот так вот, вкратце у нас 4 спортсмена. Кстати, хотелось бы выделить, Абдуллу Бабаева готовит никто иной, как просто легенда единоборств в Туркменистане. Один из первых, вот по-настоящему первопроходец, Рустам Кураев. Наверное, знакома такая фамилия? Да, конечно. Да, это его тренер на данный момент, это будет его секундант на первом поединке. Вот эта связка, это такая, можно сказать, бомбовая связка, да? Это мощный тандем. Мощный тандем, да, который покажет себя во всей красе скоро. Рустам Кураев и Абдулла Бабаев, мне кажется, это будет очень интересно. Понаблюдать за ними, как они работают вместе, да. Вот. В принципе, вкратце вот так вот, да, по нашим бойцам мы уже расписываем план на этот год, на 2024. У нас уже есть турниры по кикбоксингу предстоящие, где выступит Ислам Рахметов. У нас также прописаны турниры для Абдуллы Бабаева, уже и первый, и второй. Вот, поэтому работа ведется активно, и мы каждый день что-то новое находим. Мы на связи постоянно с Россией, с Москвой, с Fight Night, с ФКР Про, с Федерацией кикбоксинга России, да, с РСС, со всеми. Ведем переговоры сейчас с РСС. Вот. Сейчас мы планируем выход на азиатский регион, это One Championship. Вот, тоже в ту сторону смотрим. Запад также в планах сейчас, да. У нас есть выходы на западные промоушены. Не буду громко сейчас говорить. Естественно, когда я говорю Запад, в голову приходит, сами понимаете, 2 организации. Вот, поэтому сейчас мы работаем, активно работаем в этом направлении, да. Так, Иламан, вы, конечно, заинтриговали нас, сказав Запад, западные организации. Как вы сказали, на ум приходят сразу 2 организации. Тогда осмелюсь спросить вас насчет UFC. Что вы думаете о сотрудничестве с ними? UFC в наших планах, так же, как и Bellator. Вот, но сейчас, как вы знаете, слияние, да, у Bellator началось, да. Вот. Касательно UFC, я вам так скажу, работаю уже вот в мире, в индустрии единоборств, наверное, с сентября месяца, сколько, 4 месяца, даже больше. Я понял, что нет ничего невозможного. Вообще нет ничего невозможного. Все зависит от спортсмена, от того, как он будет показывать мастер-классы. Вы же понимаете, что сразу в UFC никого не подписывают. У атлета должен быть бэкграунд, должны быть бои в других промоушенах мира, не таких знаменитых, да, потому что UFC это лидеры безоговорочные. И у него должна быть харизма. Сам спортсмен должен цеплять, он должен по всем параметрам быть яркой личностью. Вот, поэтому просто он должен быть таким, чтобы когда он побеждал, не оставалось сомнений, что он готов к Западу, к UFC, скажем так. Поэтому UFC это наша конечная цель, самая главная цель, Запад, да, и я надеюсь, что с вашей помощью, с помощью других людей мы доберемся до этого рано или поздно. Это цель номер 1 для нас сейчас. И нет ничего невозможного, опять же, повторюсь. Конечно. Иламан, топ-5 знаменитых спортсменов, с которыми вы хотели бы побеседовать. Топ-5. Возьму за всю историю спорта. Можно. Первое место это Мухаммед Али. На втором месте Абдулманап Нурмагомедов.
Третий, наверное, Бувайсар Сайтиев. Четвертый Мэнни Пакьяо. Ну и пятый пусть будет Криштиану Роналду. Иламан, спасибо вам огромное за уделенное время. Вам спасибо. Да, желаем вам удачи во всех ваших проектах и начинаниях. Благодарю. Хочу выделить также благодарность вашей команде, вам, за то, что развиваете спорт в нашей стране. Вы молодцы, поэтому спортпорталу только процветание. Процветание. Спасибо огромное.